критиковавший правительство своей страны. Он просит об убежище в России. Вечером 2 марта в московском аэропорту Шереметьево был задержан 27-летний студент из Туркменистана Разгельды Чалиев, известный своими критическими интернет-публикациями о политике туркменских властей. Чалиев приехал для обучения в Россию в 2018 году. В сентябре 2020 года он был отчислен из университета в Карачаево-Черкесии. Ранее он подвергся давлению администрации российского вуза из-за своих публикаций, а его родственники в Туркменистане столкнулись с угрозами со стороны сотрудников спецслужб. В последние часы поступает поток противоречивых сообщений, связанных с задержанием Чалиева. По уточненным данным, вчера он прилетел в Москву из Стамбула рейсом Аэрофлота около 7 часов вечера, имея в паспорте действительную российскую визу. На паспортном контроле к нему подошли сотрудники погранслужбы и попытались отправить назад в Турцию. Однако после того, как он заявил, что просит убежище, и упомянул публикации о его деле правозащитных организаций, его не стали депортировать. Согласно последнему сообщению, сегодня утром его дважды приглашали на беседу. Сообщили, что из-за пандемии ему, как гражданину Туркменистана, закрыт въезд в Россию. Рейсов в Туркменистан нет, поэтому ему следует вернуться в Турцию, из которой он прилетел. Российские должностные лица сообщили, что уже связались с туркменским консульством в Стамбуле, и те встретят оппозиционера прямо в аэропорту, чтобы решить, что делать с тобой. После того, как Чалиев категорически отверг такой вариант, ему сообщили, что в таком случае пригласят в аэропорт сотрудников туркменского консульства в России, и вместе с ними будем решать твой вопрос. По имеющимся данным, власти Туркменистана официально не объявляли Чалиева в международное возвращение в Туркменистан у студента-оппозиционера, будут серьезные проблемы из-за его критических высказываний. Родственники уже передали ему совет: ни в коем случае не возвращайся домой. Также поступила информация, что вчера вечером к его жене Мехриджимал Худайназаровой, продолжающей обучение в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У.Д. Алиева, пришел комендант общежития, стал уточнять законность ее пребывания в России и упомянул о возможном приходе к ней полиции.